Тайп Беной входит в Тукхум Нахчмахкахай и делится на 9 крупных гаров. 1. Жобинеке 2. Уонжбинеке 3. Астинеке 4. Атинеке 5. Чопалнеке 6. Очинеке 7. Дövшинеке 8. Эдинеке 9. Гуржмахкахай. В тайпе Беной любые представители считаются равными и нет деления на лучшие и худшие гары и нека. Люди одного гара считаются родственниками, гергаранах. После расселения бинаевцев в других аулах от больших гаров стали отпочковываться более мелкие нека, имеющие название по имени первопоселенцев или отдельных долгожителей в роду. Бинаевский тайп самый крупный по численности. Самый сильный и влиятельный тайп в Чечне. Наиболее крупные общины бинаевцев живут в Биное, Шелковском и Гудермесском районах, селениях Урус-Мартан, Новые Атыги, Гайты, Алхан, Юрт, Шали и других. Больше всего бинаевцев в Урус-Мартан. Представители тайпа Беной проживают в Чеченской Республике, Республике Дагестан, Российской Федерации, Республике Казахстан, Республике Кыргызстан, Иордании, Турции, Саудовской Аравии и в других странах. Бинаевцы считаются истинными чеченцами, сынна Новчий. Они гордятся своей принадлежностью к этой нации и свое национальное имя, Новчий, произносят с большим достоинством, в отличие от некоторых, которые неохотно называют себя Новчий, стараются убрать из употребления это название и заменить его названием «Войнах». В чеченском представлении истинный бинаевец, сынна Бино, выглядит как человек крупного телосложения, высокого роста с большими ногами. Есть даже поговорка «Бак хикогаш балу Беной». Отличительная черта бинаевцев – это чистосердечность, доверчивость к людям и спокойный нрав. Но если бинаевца выведешь из себя, то его ничем не остановишь, говорят люди. В местности Бена, как и во всей Чечне, люди живут с древнейших времен, по крайней мере, на протяжении 40 тысяч лет со времен, когда люди пользовались еще каменными орудиями труда. Об этом говорят случайные находки каменных орудий труда в Биное и его окрестностях. К сожалению, никто из археологов еще не занимался раскопками в Биное. Бена очень древнее чеченское селение. Что означает это название, пока точно неизвестно. Но известно, что древнейшее государство Урарту на территории Закавказья, на языке урартов, язык которых был схож с современным чеченским, называлось Биайна. В ираноязычных источниках начала 17 века аул Баян, где находится нефтяной колодец, упоминается как селение, на которое претендовали эндирийские князья, так же, как на Аух и Салатавию. Борьба бинаевцев с кумыкскими князьями в 18 веке привела к тому, что в споре за гору Биной-Нлам бинаевцы убили князя Хамзат-хана, о чем стало известно российской администрации в Кизляре. Множившееся население Биная вынуждало бинаевцев переселяться на другие земли, где, живя своими общинами, бинаевцы начинали играть заметную роль в социально-политической жизни чеченских селений. Так, по русским источникам, с середины до конца 18 века в ауле Алды представители тайпа Бено играли важную роль, а бинаевец Ада долгое время был старшиной селения Алды, возглавляя борьбу алдынцев против князя Турлова. Кроме того, некоторые бинаевцы, переселявшиеся от малоземелья или по причине кровной мести на другие земли, смешивались с другими народами, основывая среди них новые фамилии. Так, по преданиям, андийцы происходят от бинаевцев. Некоторые кумыки говорят о том, что их предки происходили из Биная. Потомки бинаевцев есть среди ингушей Ахильговы, Сейцкиевы и часть Джамбулатовых, и среди казаков. По данным бинаевских типтаров, жители селения Беной одними из первых в Горной Чечне приняли ислам. По крайней мере, один из бинаевских предков, Хурсул, живший в середине 16 века, уже считался мусульманином. Бинаевцы активно участвовали в распространении ислама в Нахчмохке. Историка Берже в своей книге «Чечня и чеченцы» называет тайп Беной среди коренных чеченских дворянских узденских фамилий. Бинаевцы, как самое крупное по численности племя в чеченском народе, долгое время играли ведущую роль в общественно-политической жизни Чечни. Особенно видную роль бинаевцы сыграли в столетней русско-чеченской войне 18-середины 19 веков. После закрепления царских войск на плоскости Чечни и перенесения в 20-х годах 19 века крепостей на реку Сунжу, центр сопротивления чеченцев переходит в горы Непокорного, Нахчмахка и Ичкерии. Русские источники называют ичкеринцев Нахчмахкахой самым сильным и воинственным чеченским племенем.
Базой и эпицентром всех политических движений стал самый центр земли Ичкерин-Саев, главный их аул Беной. О том, что этот аул был главным селением Ичкеринах-Чмахка, говорили многие русские историки XIX века. Только заручаясь поддержкой Бенаев-Цаев, начинали свои движения в Ичкерии и во всей Чечне имамы и полководцы. Бенаев-Цаи поддержали имама Гази Мухаммеда. После разгрома 500 казаков в конном бою под Гудермесом мюриды захватили 2 пушки, и те 2 пушки доставили в селение Беной. В 1832 году армия барона Розена прошла огнем и мечом по Чечне. Тогда был сожжен и Беной. Но не прошло много времени, как непокорный Беной наиболее содействовал замыслам Ташев-Хаджи, нового имама Чечни. В сентябре 1839 года после своего поражения в Ахульго имам Шамиль с 7 мюридами, всеми преследуемый и гонимый, уходит в Чечню к своим друзьям. В гостеприимном селении Даттах он проводит 3 дня. Секретарь Шамиля писал: «Затем мюриды пошли и остановились в селении Беной. Бенаев-Цаи оказали им гостеприимство и большое уважение. Бенаев-Цаи, кунак Шамиля, приходил даже в Даттах, чтобы лично принять его как гостя», писал секретарь. Бенаев-Цаи и их лидеры Баршкхин Байсунгур, Бойсагар и Салумгирин Салтамурат, дав клятву на верность имаму Шамилю, самоотверженно отдавали свои жизни в Газавате за свободу и независимость Чечни. Именно в то время родилась поговорка о том, что когда непреодолимо наседали враги, то изнуренные воины просили у Аллаха: «Вавизан дело, биноин орце Аллолах», а великий Боже, дай в помощь Бенаевское войско. Считалось, что распалившегося Бенаев-Цаи пушкой не остановишь, чуровала бино йокха топтахча, а эссаце аллурваце. Бенаевские отряды проявили свой героизм в русско-чеченской войне. В Ичкерийском 1842 год и Даргинском 1845 год разгроме царских армий, в походе на Грузию 1854 год и других. А Наиб Беная Байсангур, потеряв в боях 1 глаз, руку и ногу, продолжал борьбу с врагом. В боях прославились Мазун, помощник Наиба, Беная и друг Байсангура, Салумгирин Салтамурат, начальники сотен Рамзин Ада, Баршкхин Бира, Мусхин Жапар, Емазан Телбиш, Хухан Арп и многие другие известные и неизвестные воины. Некоторые Бенаев-Цаи, несмотря на огромные потери, лишения и страдания, до конца остались верными своей присяге и идее независимости Чечни. 13 мая 1859 года вся Чечня была завоевана, а старшины всех чеченских селений изъявили царскому военному командованию свою покорность. Не покорились только бенаевские аулы. Сюда в бенаевские леса стянулись и другие чеченцы, не желавшие покоряться врагу. Царское командование объявило Бенаев-Цаев вне закона. Вожди Бенаев-Цаев Байсангур и Салтамурат возглавили сопротивление Бенаев-Цаев. Байсангур с Бенаев-Цаями, следуя своей клятве, защищал имама Шамиля в его последнем оплоте Гунибе. После сдачи Шамиля в плен, непокорный Байсангур уходит в Бенаевские леса, где со своими родичами и соратниками скрывается от царских войск. Имам Шамиль хорошо знал, уважал и понимал роль Бенаев-Цаев в движении чеченского народа. Уже в плену, в Калуге, давая характеристики племенам Кавказа, Шамиль в разговоре с приставом Руновским выделяет Бенаев-Цаев как самых непокорных. Как считал он, именно из Беная начинались все движения. Оттуда восстания распространялись по всей Чечне, а затем перекидывались в Дагестан. Имам Шамиль подчеркнул, что пока жив одноглазый Байсангур, русским нельзя надеяться на мир в бенаевских аулах. Царские власти начали выселение некоторых Бенаев-Цаев из их аулов. Полковник Алибек с царским войском пытался захватить Байсангура, но когда Бенаев-Цаи отказались его выдать, то начал готовить новое поголовное выселение. В мае 1860 года Бенаев-Цаи подняли восстание. Во главе его стали Байсангур и Салтамурат. Их поддержали на Аргуне Ума Адуев из Зунса и Кади Атабай Атаев. Имамом Чечни был избран Байсангур. К июлю восстание охватило почти всю Ичкерию. К чеченцам присоединились некоторые аулы аварцев и кумыков. Чеченцы нанесли царским отрядам ряд поражений. Но русские стянули большие воинские силы во главе с генералом Мусой Кундуховым. Используя численное техническое превосходство, а также предательство богатых чеченцев, царские войска подавили в конце января 1861 года это восстание. 15 аулов Ичкерии было уничтожено. Беной был также сожжен. В середине февраля имам Байсангур со своими 2 сыновьями,
дочерью ее мальчиком, а также некоторыми соратниками был окружен и после боя раненым был схвачен. Его наиб Салтамурат сумел вырваться из окружения и ушел на Аргун, где стал одним из руководителей горных повстанцев. Имам Байсангур был повешен в Хасав-юрте и похоронен в селении Пачалка-Аух. Других выслали в Россию. Царские власти решили стереть Беной с лица земли. 29 января 1861 года только из одного аула Беной было выселено 1218 человек, расселенных по 5-10 дворов в указанные им плоскостные селения Чечни. Тогда же появляется и аул Бена в Шатое. Но царским властям не удалось уничтожить непокорный Беной. Люди возвращались в бенаевские леса и восстанавливали свои дома, а расселенные в других аулах бенаевцы своим независимым поведением влияли на других. В ходе геноцида против бенаевцев царские власти применяли и более подлый метод, стараясь через своих местных агентов унизить авторитет бенаевцев среди чеченского народа. Именно в то время, когда уже после завоевания всей Чечни непокорные бенаевцы продолжали сопротивляться и влияли на других чеченцев, призывая их на борьбу за свободу родины, царские агенты стали широко распространять среди чеченцев слухи о якобы глупости бенаевцев, сочинять про них анекдоты и нелепые слухи. Многие бенаевцы, жившие на плоскости, продолжали борьбу за свободу чеченского народа. В истории Чечни прославился абрек Беной-Нвара из Новых Атагов, который воевал в русско-чеченской войне, затем участвовал в восстании 1860-1861 годов, затем стал векилем шейха Кунта-Хаджи, а после восстания в Шалих в январе 1864 года стал знаменитым абреком, боровшимся против царских завоевателей. В 1865 году Вара в результате предательства был окружен в селении Новые Атаги русскими драгунами и убит. Бенаевцы, недовольные царским колониальным режимом, готовили новое восстание. Его руководителем был Салумгерин Салтамурат. Отказавшись от просьб своих соратников стать имамом Чечни, Салтамурат предложил имамом молодого сына своего друга, Алдама Алибека Хаджи, ученого из Симсера. После начала русско-турецкой войны в ночь на 13 апреля 1877 года началось восстание ичкеринцев. Салтамурат был выбран начальником всех наибов. Восстание охватило сразу же 47 аулов Ичкерии с населением до 18 тысяч человек. Опорной силой были бенаевцы, зандаковцы и другие. Секретарем имама Алибека Хаджи Алдамова был его верный друг Бенаевце, Пайтукин Расу, который оставил арабоязычную историю восстания Алибека Хаджи и своих мытарств на каторге после осуждения царским судом. Восстание продолжалось около года. Царские военачальники, терпевшие поначалу неудачи и большие потери от чеченцев, стянули огромные силы в 25 тысяч солдат и, используя предателей из чеченцев и дагестанцев, начали уничтожать аулы. Свою политику в отношении к повстанцам генерал Свистунов в 1877 году выразил в словах: «И Беной и Зандак надо выселить поголовно в Сибирь, или, если эти подлецы не пожелают, выморить всех зимой, как тараканов, и уничтожить голодом», писал Свистунов. Беной был полностью разрушен и сожжен, а бенаевцы вновь были высланы из аула, но часть жителей все же упрямо возвращалась обратно на пепелище. 27 ноября 1877 года с помощью коварства Алибека сумели выманить и арестовать вместе с его соратниками. 9 марта 1878 года 11 человек были повешены в Грозном. Многие повстанцы, в том числе и жители Беная, были сосланы в Россию и Сибирь. Начальник наибов, 70-летний Салумгири Салтамурат из Беная, зная коварство царских властей, не подался на уговоры, категорически отказался сдаваться русским и стал абреком. В 1878 году он заболел и умер. С большими почестями он был похоронен в Беное. На бенаевцев были обрушены новые репрессии. Их выселяли, сажали в тюрьмы, убивали, стараясь выбить из них дух и стремление к свободе. По всей Чечне были разбросаны бенаевцы. Часть уходила в Турцию, чтобы не покоряться русским. Если царским властям не удалось спровоцировать выселение в Турцию бенаевцев в 1865 году, то часть бенаевцев вместе с другими чеченцами ушли в 1905 году. Бенаевцы все больше теряют связь друг с другом, разобщенные социально-политическими течениями, экономическим неравенством. Некоторые бенаевцы ушли в обречество. В связи с тем, что экономическим и политическим центром Чечни стал город Грозный, Беной теряет свое былое значение.
Революция 1917 года в России всколыхнула и всю Чечню. Началось национально-освободительное движение в Чечне, война против царских чиновников и казаков за возвращение отнятых в Кавказскую войну земель. Одними из первых во всех селениях Чечни поднимались на борьбу за свободу представители Тайпа Беной. Бенаевцы участвуют в различных политических движениях, часто враждовавших друг с другом. Одни поддерживают имама Узун-Хаджи и его Северокавказский Эмират, другие – большевиков и Терскую Народную Республику, третьи – Тапу Чермаева и его Северокавказскую Республику. Но так или иначе подавляющее большинство бенаевцев продолжало борьбу за свободу Чечни. В 100-дневных боях в Грозном погибло от казачьей пули Пятимат Арсанова из Новых Атагов. Ее брат Саидбей Арсанов участвовал в революции в России, был большевиком, а позднее известным чеченским писателем, автором книги «Когда познается дружба». В борьбе с казаками и Деникинской армией многие бенаевцы из Гайты, Алхан, Юрта, Урус-Мартана, Новых Атагов, Беная и других сел отдали свои жизни. Но коварно забыв все свои обещания дать чеченцам независимость, Красная армия оккупирует Чечню с февраля 1920 года. Уже в августе 1920 года в горах Чечни и Дагестана вспыхивает новое восстание уже против советской власти под руководством внука Шамиля Саидбека и.Н. Гоцеинского. С переносом центра восстания в горы Чечни Беной вновь приобретает прежнее значение главной базы повстанцев. В сентябре 1921 года восстание было подавлено после переброски туда крупных регулярных частей Красной армии. Но бенаевцы не были покорены. Н. Гоцеинский со своим штабом ушел в горы, откуда руководил восстанием до 1925 года. Уже в конце марта 1923 года агенты сообщали чекистам о том, что влиятельный шейх Али Мигаев приехал в Беной, где собрал своих приверженцев и агитировал их против советской власти. 17 мая 1923 года в селении Беной состоялся нелегальный съезд представителей духовенства. С речью к собравшимся обратился Нажмуддин Гоцеинский. Он призвал их объединиться для скорейшего вооруженного выступления в целях достижения полной независимости. В конце марта 1924 года Али Митаев с братом Умаром и единомышленниками был арестован и казнен в ростовской тюрьме. Но восстание уже нельзя было удержать. Горная Чечня вновь была охвачена восстанием под руководством имама Н. Гоцеинского. В 1925 году после кровопролитных боев восстание было подавлено, а Н. Гоцеинский взят в плен. Разгромив повстанцев, арестовав и выслав руководителей и влиятельных лиц, проведя разоружение чеченцев, советская власть приступила ко всеобщей коллективизации и раскулачиванию в 1928-1929 году. Вся Чечня восстала вновь в декабре 1929 года. Центры восстания были в Гойтах, руководители Ахмат Мулла и Нуриев. Центры восстания были в Шали, руководитель Шита Истамулов, и центры восстания были в Биное, руководители Ярычи Хаджаз. Восставшие, писал Автарханов, заняли все сельские и районные учреждения, сожгли казенные архивы, арестовали районное начальство, в том числе и шефов ГПО, в Биное захватили еще и нефтяные промыслы, учредили временную народную власть. Писал Автарханов. Эта временная власть обратилась к советскому правительству с требованием: 1. Прекратить незаконную конфискацию крестьянских имуществ под видом коллективизации. 2. Прекратить произвольные аресты крестьян, женщин и детей под видом ликвидации кулачества. 3. Отозвать из всех районов Чечни начальников ГПУ, назначив на их место выборных гражданских чинов из самих чеченцев с правом преследования лишь уголовных элементов. 4. Ликвидировать назначенные сверху народные суды и восстановить институт шариатских судов, предусмотренных учредительным съездом Горской Советской Республики 1921 года во Владикавказе. 5. Прекратить вмешательство краевых и центральных властей во внутренние дела Чеченской автономной области. А всякие хозяйственно-политические мероприятия по Чечне проводить только по решению Чеченского съезда выборных представителей, как это предусмотрено в статусе автономии. Московское правительство, признав на словах справедливость требований восставших, согласилось удовлетворить их, когда повстанцы прекратят войну. Но советская власть вновь обманула чеченцев, попытавшись арестовать руководителя восстания, Шиту Истамулова. Шита призвал всех чеченцев к Газавату за восстановление имамата Шамиля и изгнание неверных с Кавказа. Вновь восстали Шали, Гайты, Беной.
К середине декабря 1929 года к границам Чечни были стянуты огромные силы, более 5 дивизий. К середине января 1930 года Гайты и Шали были взяты с огромными потерями. Шита отступил в Ичкерию. В конце марта 1930 года командующий Красной армией Белов получил свежие силы из Закавказья и развернул большое горное наступление с задачей овладеть последним пунктом повстанцев Беной. После двухмесячных тяжелых боев и больших жертв в апреле 1930 года Белов вошел в Беной, но в ауле не застал ни одного жителя. Все жители, включая женщин и детей, эвакуировались дальше в горные трущобы. Белов послал к повстанцам парламентеров с предложением почетного мира. Всем, кто добровольно возвращался обратно в аул со сдачей оружия, объявлялась амнистия. Но повстанцы отказались покориться, заявив, что они вернутся в свои аулы только тогда, когда Белов уйдет со своими войсками. Не добившись покорности силой, советское правительство изменило тактику и пошло на временные уступки, отозвав войска, отменив колхозы и совхозы в Чечне, завезя в Чечню огромное количество промышленных товаров по очень низким ценам и объявив амнистию повстанцам, в том числе и их вождям. Но к осени 1931 года, когда чекистами был коварно убит Шита Истамулов, ГПУ начало большую операцию по ликвидации КУЛа ЦК контрреволюционных элементов и мунуско-националистических идеологов. Было арестовано 35 тысяч человек, большей частью расстрелянных в тюрьмах и умерших в ссылках и лагерях. Среди них много было бенаевцев. В конце февраля и начале марта 1932 года в Бенаевском хуторе, Стерч-Керчи-ауле, Шуане, было решено поднять новое восстание под руководством имама Моцу Салтамурадова. 19 марта 1932 года в селениях Беной и Стерч-Керч началось вооруженное восстание, охватившее многие селения Нажай-Юртовского района. Но дивизион войск АГПУ, командир А. Козлов и эскадрон милиции, командир Д. П. Мурзабеков в ходе боев разгромили восставших. А. Козлов погиб, тяжело был ранен Мурзабеков, убит политрук КАФ эскадрона милиции Х. Мочнгов. В мае 1932 года повстанцы Моцу были окружены и уничтожены. Сам Моцу попал в плен. Чекисты жестоко расправились с восставшими. На хуторе Стерч-Керч чекист-палач Мазак Ушаев с помощью воинских частей расстрелял на месте десятки бенаевцев, многие были арестованы. Осенью 1932 года прошли новые массовые аресты по Гудермесскому и Нажай-Юртовскому районам. В общей сложности по делу Чеченского националистического центра было арестовано до 3000 человек. Многие из них погибли. Непокорных бенаевцев, как и всех чеченцев, подвергали ежегодным чисткам, репрессируя лучших представителей. Некоторые успевали уходить в леса и горы, становясь обреками и ведя непримиримую вооруженную борьбу против советских колонизаторов. Советская власть терроризировала местных жителей, запугивала и уничтожала всех, кто мог сделать хотя бы намек на несогласие с существующими порядками. В 1937 году были репрессированы талантливые чеченские писатели бенаевцы С. Арсанов из Новых Атагов и С. Бадуев из Урус-Мартана. В 1943 году советские чекистские войска из ЧССР и Дагестанская ССР провели новую кровавую операцию в Бенаевском хуторе Ломкорце, внезапно напав на мирных жителей и расстреляв под видом расправы с бандитами всех захваченных мужчин. Это была подготовка к массовому выселению чеченцев с Кавказа. В результате выселения бенаевцы разделили трагическую судьбу всего чеченского народа. Погибла половина всех людей. Некоторые другие погибли в войне с Германией. После возвращения чеченцев на родину в 1957 году бенаевцы буквально с боем возвращаются в Беной и другие селения. Восстанавливают дома, поле, сады, учатся, работают, несмотря на тяжелейшую дискриминацию со стороны шовинистических властей ЧССР. Из бенаевцев появляются учителя, врачи, историки, филологи, журналисты, рабочие, военные, артисты и другие. В республике известны художники Иса Исаев, Харан Исаев, форматор по художественной скульптуре, Дока Джабраилов из Урус-Мартана, кандидат юридических наук и философ Адам Дудаев из Новых Атагов, кандидат исторических наук Шахрудин Гапуров из Биная, оперный певец Мовсар Минсаев из Бени-Юрта Надтеречного района, актер театра Али Майер Султанов из Урус-Мартана, военный летчик Хайрудин Висангарев из Биная, вице-президент Конфедерации горских народов Кавказа, член парламента ЧР,
Иса Арсамиков из Урус-Мартана, первый председатель оргкомитета первого этапа Общенационального съезда чеченского народа Лича Омхаев из Урус-Мартана, первый министр иностранных дел Р. Шамиль Бино, бывший министр легкой промышленности и вице-премьер правительства Р. Мусада Шукаев, первый начальник управления финансов Р. Ризван Гужаев, боксер-профессионал, мастер спорта Альберт Гучигов, второй муфти Р. Гаркаев Махмуд из Новых Атагов и многие-многие другие. Лучшие представители бинаевского тайпа продолжали борьбу с советским колониальным режимом. Много бинаевцев участвовало с 1987 года в неформальных общественных организациях «Кавказ», «Барт», Народный фронт, Войнахская демократическая партия и других, участвовали в собраниях, митингах, пикетах, расшатывали устои Советской империи, выступали за идею суверенитета и независимости республики, участвовали в подготовке съездов чеченского народа. Приход в город Грозный 6 сентября 1991 года большого отряда бинаевцев из Урус-Мартана положил последнюю точку в полуторамесячном митинге, требовавшем свержения Верховного Совета ЧССР и его председателя Д. Завгаева. В этот день последовал штурм и падение коммунистического режима. Большинство бинаевцев, как и их предки, встали на защиту независимости Чеченской Республики 8 ноября 1991 года и во время пророссийского путча 31 марта 1992 года. Двое погибших при защите телевидения гвардейцев были жители Биная Дауд Решидов и Ибрагим Темчиев. Много бинаевцев проявили героизм во время войны в Абхазии. 4 июня 1993 года бинаевцы вновь выступили на защиту независимости Чечни. Во время штурма городского собрания погиб Минкаил Борзев из Биная, несколько бинаевцев было ранено. В тот же день трагически погиб национальный герой Чечни, член парламента Иса Арсамиков. Вся история бинаевского тайпа является неразрывной частью истории чеченского народа. Именно во имя всего чеченского народа, во имя всей Чечни отдали свои жизни бинаевцы. Вся история бинаевского тайпа показывает, что бинаевцы никогда не шли за эгоистическими интересами отдельных групп. Независимость Чечни, свобода чеченского народа и каждого чеченца, равенство и процветание – вот идея, за которую боролись наши предки и за которую должны бороться мы и наши потомки. Сообщает чеченский сайт Нахчала, статья «Роль тейпа Беной в истории чеченского народа». Чеченский сайт сообщает, Байсангур Бинаевский, знаменитый чеченский полководец XIX века, наиб имама Шамиля, активный участник Большой Кавказской войны 1817-1864 годов. Национальный герой чеченского народа. Байсангур Бинаевский родился в Бинаевском селении Лемкорце в 1794 году в семье Баршки, основателя бинаевского рода Эдинека. Байсангур получил образование у известного ученого-арабиста Мухаммада Центараевского. На тропу освободительной борьбы он вышел в начале 20-х годов XIX века под знаменами военно-политического лидера Чечни Бейбулата Таймиева. В 1831 году, после убийства Бейбулата, Байсангур стал сподвижником имама Гази Мухаммада и участвовал в боевых действиях под его руководством. После гибели Гази Мухаммада Байсангур присоединился к Ташу Хаджи Сайсановскому. В 1832 году последовал разрушительный поход барона Розена в Чечню. Были сожжены десятки аулов. 18 августа в сражении у Гудермеса с полковником Волжинским Ташу Хаджи и Байсангуру удалось разгромить казаков и взять 2 трофейных орудия. Прославившийся своей отвагой за многие годы борьбы под знаменами Газавата, Байсангур прослыл «железным человеком». Ташадам, так звал его Шамиль, Гапуров и Х.С. Умхаев сообщают о нем следующее. Байсангур Бинаевский был человеком необычайной храбрости, мужества и стойкости. Он продолжал борьбу даже после того, как потерял в боях одну руку, ногу и глаз. Сообщают Гапуров и Х.С. Умхаев. После излечения, уже в 1849 году, Байсангур снова влился в ряды повстанцев. Правда, уже в качестве наиба Шамиля. Байсангур до конца жизни оставался верен идеалам освободительной борьбы. Он не был корыстолюбив, не использовал свою должность для обогащения, никогда не злоупотреблял своими полномочиями.
С начала 50-х годов XIX века, когда Шамиль стал терпеть одно поражение за другим, Байсамгур Бенаевский до конца оставался верен имаму. Даже в Гунибе, когда 25 августа 1859 года Шамиль сдался кавказскому наместнику Т. Баритинскому, Байсамгур с боем вырвался из окружения и ушел в Беной. После возвращения в Беной Байсамгур не смирился с установлением царской власти в Чечне и ушел в горы. Вскоре в Беной явился со своим отрядом Алибек Пинзулаев, потребовавший от жителей содействия к поимке Байсамгура. Бенаевцы отвечали, что искать его они не станут, а если нужен он отряду, то пусть отряд и ищет его. На это им заметили, что если они не исполнят предъявленного требования, то будут выселены из места своего жительства. Эта угроза и стала причиной восстания, возглавил которое Байсамгур. Селение Беной было разорено. Его жители во главе с Байсамгуром разошлись по горам, составив отряд, который едва ли будет скоро возможно уничтожить, как отметил майор Муравьев. Айдамиров в своей исторической повести «Калужский пленник», описывая обстоятельства пленения Байсамгура, писал: Байсамгура взяли в плен недалеко от родного аула Беной. С ним находились престарелая мать, сыновья Тахир и Алхазур, дочь Лада и ее муж Муна со своими братьями, Салтамурадом и Хамурадом. Генерал Кундухов приказал взять Байсамгура живым, но осажденные оказывали яростное сопротивление. Тогда, чтобы отвлечь внимание Байсамгура, Кундухов приказал пристрелить его мать. Таким образом, удалось взять в плен Байсамгура и двух его сыновей. Остальным удалось спастись, писал Айдамиров. 20 марта 1861 года вышел указ генерал-фельдмаршала Борятинского, который гласил: Байсамгура казнить смертью, повесить. В скором времени решение суда было исполнено. Байсамгура повесили на центральной площади Хасавюрта. Байсамгур Бенаевский, старейший ветеран Кавказской войны, непотопляемый и исключительно целеустремленный, начав свой путь борца в годы правления Бейбулата Таймива в качестве сподвижника и общинного предводителя, пережив его и правление 3 имамов, а также Ташу Хаджи, расплатившись за право пронести знамя Газавата и вести освободительную борьбу на протяжении почти 40 лет телесными увечьями, дожил до 1861 года, чтобы завершить свой путь смертью народного предводителя, национального героя и примера непоколебимого духа воина. Ссылка, сайт, Грозный информ. Статья «Байсамгур Бенаевский. Человек необычайной храбрости, мужества и стойкости». Хотелось бы здесь добавить и то, что в имамате Шамиле помимо чеченцев было также много адыгов, аварцев, осетин и даже было немало русских, вставших на сторону горцев. На сегодня в Турции и других странах проживают выселенные из Кавказа целые диаспоры адыгов, чеченцев, осетин и других. Это потомки тех, кто воевал против царских войск. То есть там были представители разных народов. Многие осетины встали также на сторону имамата, но, как видно, были и те, кто был на стороне царских войск. Чеченский сайт сообщает: Салтамурад Бенаевский. Годы жизни, около 1807-1878 годов. Чеченский военачальник, начальник бенаевских муртазеков, воина имама Шамиля, Мазун аула Беной, представитель тайпа Беной, один из руководителей восстаний в Чечне 1860-1861 годов, 1863-1865 годов, 1877-1878 годов. Друг и товарищ Байсамгура Бенаевского. Салтамурад в Беное пользовался не меньшим влиянием и авторитетом, чем Байсамгур. С 8 мая 1860 года руководил совместно с Байсамгуром Бенаевским восстанием в Ичкирии. В 1842 году участвовал в знаменитом Ичкиринском сражении. В этом сражении огромную роль в разгроме царского отряда сыграли бенаевские ополченцы во главе с Байсамгуром и Салтамурадом. В конце мая 1854 года во главе бенаевского отряда муртазеков Салтамурад принял участие в походе на Грузию, откуда вернулся с тяжелым чувством, недовольный тем, что чеченцам пришлось участвовать в пленении в Цинандале женщин и детей из имения князей Чевчевадзе. Салтамурад с презрением и отвращением смотрел на учиненный в Грузии грабеж. Он был воин, защищающий свободу Отечества, а не мародер, богатеющий за счет войны. Свое недовольство Салтамурад высказал открыто сыну Шамиля, Гази Мухаммеду, командовавшему походом.
После пленения Шамиля в 1859 году Салтамурат вместе с Байсангуром и непокорными бинаевцами продолжали борьбу, в которую постепенно включались и другие районы Чечни. Борьба эта, то затухая, то разгораясь вновь, продолжалась до 1878 года. В декабре 1861 года, во время Аргунского восстания, раненый Салтамурат попал в плен, но сумел бежать. Вернувшись домой, он ушел в Бинаевские леса. После подавления царскими войсками чеченского восстания в марте 1878 года бывший главнокомандующий повстанческой армией, 70-летний Салтамурат, вместе с Наибом Сулейманом из Цейн-Тароя скрывался в Бинаевских лесах, с ними были и их семьи. 70-летний Салтамурат, живший в нелегких условиях в лесу, зимой сильно заболел. Родные отвезли его в селение Мелчки, поближе к целебным водам. Здесь он и скончался в 1878 году. По преданию, спешно прибывший царский отряд окружил Мелчки и Стесу. Уважив славу мужественного чеченца, царский генерал приказал положить тело Салтамурада на могилу святого Асандра, где продержал его 3 суток. Затем наместник разрешил его похоронить. Родные отвезли Салтамурада в Беной, где похоронили с большими почестями. Через 3 года было найдено письменное завещание Салтамурада, где он просил похоронить его на фамильном кладбище. Тело Салтамурада вырыли и перезахоронили на том кладбище, которое он указал на повороте от Бинаяв, Гуржин-Мохк. Такова была славная судьба несгибаемого борца за свободу Чечни, Салтамурада Бинаевского. Ссылка, сайт, Грозный информ. Статья «Салтамурат Бинаевский – один из великих героев чеченского народа». Чеченский сайт сообщает, в 1794 году в семье крестьянина Эди из аула Беной родился мальчик. Назвали его Байсангуром. Еще свежи были в памяти народа битвы восставших горцев Северного Кавказа под предводительством шейха Мансура, Ушурмы Шаабазова, с царскими войсками. В год рождения Байсангура первый имам Кавказа умер в каземате Шлиссельбургской крепости. О периоде жизни Байсангура до 1839 года пока ничего не известно. Но ясно другое, он не мог стоять в стороне от антиколониальной борьбы, в которой активнейшее участие принимали члены Бинаевского общества. Здесь в Биное скрывался от царских войск предводитель повстанцев Чечни Ташу Хаджи. Сюда бежал потерпевший поражение в Дагестане, но увенчанный славой мужественного воина Вахульго Шамиль со своей семьей и несколькими соратниками. Измученного имама Дагестана приютил у себя предводитель бинаевцев Байсангур. Здесь, в Биное, в начале 1939 года у жены Шамиля родился сын Мухаммед Шефи. Именно в Биное скрепилась многолетняя боевая дружба старых знакомых, не раз ходивших прежде в бой. Вместе с Ташу Хаджи, Шоиб Мулло из Цейн-Тароя и Джавадханом из Дарги Байсангур разворачивает бурную деятельность в Нохчмохке и Чкерия для провозглашения Шамиля имамом Чечни. В Беной съезжаются предводители чеченских обществ для знакомства с будущим лидером горцев. Тогда же в 1839 году на горе Кхеташон-Корта у села Цейн-Тарой на съезде представителей ичкеринских обществ и народа знаменитый ученый, храбрый воин и имам Дагестана, шейх Шамиль был провозглашен имамом Чечни и Дагестана, отцом страны и отцом шашки, Турда, то есть предводителем и главным полководцем. Чечня и Дагестан, объединенные призывом Газавата священной войны, поднялись на борьбу с царскими колонизаторами. Прямодушный и бесхитростный Байсангур отказался от почетных званий и должностей, которые ему предлагал имам. Не желая идти против своих принципов, ему претило желание власти над людьми. Шамиль и его окружение с огромным уважением и любовью относились к мужественному лидеру бинаевцев. Таш Адам Байсангур, человек из камня, отзывался о нем Шамиль. Байсангур со своим отрядом бинаевцев участвует во многих сражениях, ведя их в бой под своим знаменем. Летом 1845 года в Ичкерии чеченцы, в числе которых и Байсангур, дагестанцы и русские повстанцы громят многочисленные войска графа Воронцова. После этого разгрома царские генералы в течение 14 лет уже не решались заходить в Ичкерию. В боях летом 1845 года Байсангур лишается руки. 1847 год. Царские войска осадили аул Гергебель в горном Дагестане. Одноглазый, однорукий Байсангур со своим отрядом бинаевцев защищает участок обороны в районе садов. Царские военачальники время от времени начинают штурм селения.
Пушечным ядром чеченскому наибу отрывает ногу. Истекающего кровью, без сознания, 53-летнего наиба в наступивших сумерках подбирают царские солдаты. Весть о пленении Байсангура мгновенно облетает горы. Шамиль тяжело переживает это известие. Он лично оказывает помощь друзьям и родичам в организации побега из плена. Тяжело раненого Байсангура под большим конвоем отправляют из Дагестана в крепость Грозную. По дороге на колонну нападают мюриды и освобождают наиба. Байсангура с ликованием встретили горцы. Но радость их была омрачена видом бесстрашного воина. Он был калекой. Нестерпимым огнем, особенно в ненастье, горело израненное тело. Жизнь становилась невыносимой, словно муки ада. И все-таки побеждала железная воля. Об этих героях, рыцарях свободы писали в коммунистическом журнале «Печатном органе», руководимом К. Марксом и Ф. Энгельсом в сентябре 1847 года. Храбрые горцы снова нанесли русским несколько серьезных поражений. Народы, учитесь у них, на что способны люди, желающие остаться свободными. Без одного глаза, без руки и без ноги Байсангур остается в строю. В бою его привязывают к коню, и его единственная, но сильная рука уверенно сжимает шашку. Почти 25 лет изнурительной войны ослабевают имамат. Против кавказских горцев царизмом бросается 300-тысячная армия. Народ уже не в состоянии оказывать длительное сопротивление, как прежде. Только население Чечни сократилось в 5 раз. Конец был предрешен. Преодолевая сопротивление непокорных, сжигая аулы, царские войска постепенно занимают территорию Чечни и Дагестана. Шамиль покидает Чечню. 12 марта 1859 года вся Чечня была занята царскими войсками, за исключением Беная и прилегавших к нему селений. Непокорный Байсангур уходит со своим отрядом в горный Дагестан к Шамилю. Беной сожжен. Имам Шамиль, теснимый многочисленными царскими войсками, с 400 защитниками и 3 пушками, укрепляется на горе Гуниб. Байсангур организует оборону Гуниба. 25 августа 1859 года после осады имам Шамиль сдался в плен. Байсангур был одним из 2 чеченских наибов, вместе с Османом Мичикским, которые до конца остались с имамом Шамилем. Предание, сохранившееся у чеченцев и ингушей, донесло до нас отголоски тех событий с чеченским отрядом, в котором большинство было бенаевцев. Бойсхар, Байсангур, участвовал в последнем сражении Шамиля с царскими войсками. Когда Бойсхар узнал, что имам идет сдаваться, то он поскакал к Шамилю. Увидев идущего к выходу из аула Шамиля, Бойсхар окликнул его и попросил поговорить с ним. На окраине аула стояла Сакля, вдвоем они зашли туда. Бойсхар всячески возражал против сдачи в плен имама. Он убеждал его, что еще не все потеряно, что они как ангелы на крыльях пронесут его через тройное кольцо вражьих войск, что они вновь поднимут Чечню на борьбу. Однако Шамиль был непоколебим в своем решении и направился в сторону царских войск. Бойсхар выхватил пистолет и навел его на удалявшегося Шамиля, окликнув его по имени Шимал. Назвать имама без звания по имени было очень непочтительно. Шамиль, не оборачиваясь, продолжал идти. Еще дважды окликнул Бойсхар имама, но тот не обернулся. Когда царский генерал спросил Шамиля, почему тот не обернулся, когда наиб звал его, то Шамиль ответил: «Если бы я обернулся, то он застрелил бы меня. А разве он не мог застрелить тебя и так?» Удивился генерал. «Это был Бойсхар, он в спину не выстрелит», — ответил Шамиль. После сдачи Шамиля в плен Байсангур вместе с чеченским отрядом прорывается сквозь тройное кольцо врагов и уходит в Чечню. В этом историческом прорыве погибает почти весь его отряд. Байсангур со своей семьей скрывается в пещерах рядом с Бенаем. Неукротимый предводитель бенаевцев совместно с одним из соратников Салтамурадом и лидерами других чеченских общин готовит восстание. В Аргунском ущелье одновременно и в контакте с ними энергично готовится к выступлению старый волк Ума-Адуев из Дзумсоя и Атабай-Атаев. Проведя за зиму подготовку, в мае происходят вооруженные выступления. В Ичкерии знамя свободы поднимает 66-летний Байсангур и более молодой Салтамурад. Происходят периодические столкновения с царскими войсками с переменным успехом. По преданию, бывший имам Шамиль по настоянию царя пишет ему письмо, укоряя в том, что он напрасно губит людей в безнадежной борьбе, что силы русских неисчислимы.
Говорят, что Байсангур ответил со свойственной ему решительностью, что Шамиль опозорил себя навеки тем, что променял борьбу за свободу на рабство и плен, и что сам Байсангур будет сражаться за свободу своего народа, пока будет жив. Выходя из окружения под Байсангуром погибает конь, сам он раненый попадает в плен. Военно-полевой суд приговорил Байсангура к смертной казни через повешение. В тот воскресный день на площадь перед церковью в Хасав-Юрте собрали народ. Многие кумыки, горные дагестанцы, чеченцы сами пришли посмотреть на знаменитого предводителя горцев. Под барабанный бой везли на телеге одноглазого, однорукого и одноногого чеченца. Кто знает, что думал этот человек перед казнью. Что хотел сказать этим людям в оборванных одеждах, с надеждой на чудо взиравших на него и не стесняясь утиравших слезы, мучаясь от своего бессилия ему помочь. Тяжело передвигавшегося 67-летнего Байсангура подвели к виселице. Стоявшие на площади горцы начали читать предсмертную молитву ясен. Раздавались команды офицеров. Остановили барабанную дробь, зачитали приговор. И тут царские палачи применили изуверский прием, начали вызывать из толпы горцев, желающего совершить казнь над Байсангуром, в награду обещаны деньги. Толпа угрюмо молчала, но нашелся один. В народе утверждают, что это был кумык, и чтобы не было случайностей в царской пропаганде, палач из горцев был подкуплен заранее. У Байсангура задрожали губы. Он не стал ждать и, сверкнув глазами, сам выбил из-под себя скамью. Возглас ужаса и скорби пронесся над толпой. Многие мужчины плакали, трудно удивить горцев храбростью. Но всегда во всех честных людях особое и неизменное восхищение вызывало имя Байсангура Бинаевского. Этот человек, являющийся одним из самых легендарных героев чеченского народа, остался в истории образцом неукротимости, мужества и несгибаемой воли. Его образ, как и многих других героев, воспитывал лучших сынов чеченского народа, таких как Алибек Алданов, Зелимхан Харачоевский, Асламбек Шерипов, сказавший в 1918 году: «Благодаря русской революции мы получили ту прекрасную свободу, за которую столетия бились наши предки и кидались на штыки побежденные». Имя Байсангура долгое время было одним из белых пятен официальной истории, а сейчас оно должно занять подобающее ему место и стать на ее страницах рядом с именами имама Мансура, имама Шамиля и многих других, известных и неизвестных героев, отдавших свои жизни за свободу и счастье Чечни и Дагестана. Ссылка, сайт Нахчала. Статья «Байсангур Бинаевский». По генетическим данным на сегодня известно, что чеченцам Беной-Цеам одни из самых близких это чеченцы Терлой-Цеи, чеченцы Тайпа Терлой. Но не нужно забывать, что чеченцы это единый народ, а Беной самый большой тайп в Чечне, поэтому Беной-Цеи могли играть роль в этногенезе многих чеченских тайпов.